Сейчас начнутся стратегические сессии Республики Саха-Якутия по цифровой прокачке региона. И сейчас начнется открытие. И уже присутствуют многие большие представители правительства республики. Так что посмотрим, что это. Идет небольшая задержка. Вот так это называется. Друзья, всем доброе утро. Мы очень извиняемся за задержку, она связана с различного рода причинами. Коллеги, понимаете, у нас есть еще 10-12 минут, и чтобы, наверное, никто не скучал, мы начнем утро с научно-познавательного погружения, дабы немножко вас развлечь. Да. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Черный Павел. Я буду сегодня работать с вами целый день, до самого вечера. Надеюсь, кто-то из вас со мной доработает до самого конца. Это будет очень хороший показатель. У меня много статусов. Я был членом Нассовета при президенте в течение 4 лет. Возглавлял национальное агентство, эксперт Всемирного банка, эксперт ООН по развитию образования. То есть у меня много опыта. Я сейчас вам хочу дать маленький лайфхак в качестве такой разминки перед нашей вот этим встречей, как слушать, как сидеть на различных совещаниях. Это очень важный лайфхак, то есть иногда бывает, что совещания длятся несколько часов, выступают разные люди, говорят очень важные доклады, и они говорят, когда вот нужно же как-то это все запомнить, зафиксировать, и это вот в качестве такой разминки. И я заодно сэкономлю себе небольшое количество времени для дальнейшей работы. Коллеги, я вам хочу рассказать
про рефлексию. Что такое рефлексия? Каким образом вообще надо научиться слушать человека? Когда сидишь на разных совещаниях, то есть один выходит докладчик, говорит несколько тезисов, другой выходит докладчик, говорит несколько тезисов. В конечном итоге ты уже засыпаешь, начинаешь кемарить и пропускаешь огромное количество информации, потом берешь текст, читаешь, о чем были доклады, несмотря на то, что ты присутствовал. Ну вот такое вот, все встречались с этим в жизни. Смотрите, можно поступать гораздо эффективнее. Я вам рекомендую ввести такую рефлексивную таблицу. Вот, надеюсь, ее видно. То есть, когда идет какой-то доклад, вы слушаете его с 3 позиций. Ну, вы же люди государевы здесь, соответственно, кто-то на госслужбе, кто, соответственно, работает каким-то руководителем. И всегда любой доклад нужно раскладывать с 3 позиций. Почему это важно для меня лично? Вот лично для меня как гражданина, человека, который ходит каждый день в магазин, покупает продукты, ну, такого обычного гражданина как такового. Для меня, как руководителя моей организации, это другая позиция, согласитесь, да? То есть, как многие чиновники говорят, вот вечером закончилась работа, и я стал такой обычный, как и все остальные граждане, да? Но на самом деле это вот у вас внутри вот это профессиональное диспозиционирование всегда есть. И когда вы слушаете доклад, очень всегда важно делить на 3 части. Почему это важно как руководитель моей организации, и почему это важно с позиции моей страны. Некоторые вводят еще с позиции глобального мира. Но мы ограничимся как раз только страной. Теперь смотрите, вы доклад, когда слушаете, делаете себе небольшие заметочки. Первое. Непонятно. Вот что-то человек говорит, непонятно. Вы с 3 позиций. Непонятно для меня лично, как человека, например, записываете вот эту мысль. Непонятно для меня, как руководителя. И непонятно вообще с позиции страны, что он такого сейчас сказал. Для чего это нужно? Вы сделали пометочку, чтобы не тратить сейчас время на осознание, потом прийти домой, когда у вас есть свободное время, и просто из уважения к коллеге пояндексить. Соответственно, погуглить, да, раньше называлось, да, пояндексить. Соответственно, вообще понять, а что это было? Чтобы вот эта штука перешла в категорию «понятно». Вот. Опять же, смотрите, следующий столб, как вы поняли, это называется «понятно». И сюда просто мысленно прям соотносите это понятно, это понятно, это понятно. На этом не надо акцентировать внимание вообще. Все, что понятно, хорошо. Но есть 3-й столбик, он самый важный. Вот это прям нужно записывать. Это называется столбик «Вау». Он так и называется по-английски «Вау». Я просто знаком с основателем компании «Вау». Это есть такая компания в области разработки. Это компания различных инсайтов. Вот. Если у вас случился инсайт, и вы вдруг в текущем совещании поняли вот это, очень важно записать вот эту мысль. Прям вот это важнее, чем вот эти 2 столбца. Эти 2 столбца нужны только для того, чтобы выделять от 3-го столбца, от вау-эффекта. Очень часто вау-эффект бывает позднее. У каких-то людей он происходит, когда они, например, кушают, либо когда, ну не знаю, там сидят задумчиво, либо очень часто у меня бывает вау-эффект всегда где-то в 4 часа утра. Я целый день слушаю разных людей, мне говорят. Я вот по такому принципу, ага, это понятно, это непонятно, надо посмотреть, лег поспать, в 4 утра вдруг все понятно, вообще вау, вообще все понятно, вот что, все, что говорили. И в этот момент надо записывать, потому что когда вы потом снова ляжете поспать, проснетесь, ничего не будет понятно. Вот вся вот эта гениальность, ты будешь в таком досадности находиться, вроде все понял, но не могу вспомнить, что же я понял. Вообще это механизм рефлексии. Его придумал в свое время академик Петр Кузьмич Анохин, сын академика, ученик академика Павлова. Вот этот механизм, который я вам рассказываю, причем, смотрите, вау-эффект лично для меня, для той группы команды, в которой ты работаешь, из позиции страны. Мой один знакомый даже защитил диссертацию и всю жизнь кормился на теме научных исследований, потому что его в один момент, он был студентом, залез в общежитие, в общем, очень славно веселился, там в какой-то момент был, ну как бы, в таком разгаре веселья, вдруг его осенила мысль. Он просто взял помаду, на стекле записал
вот все ключевые тезисы, которые в этот момент его осенили. Он мне сам рассказывал, потом говорит, вот эти 3 тезиса меня кормили всю жизнь. И я советую вам, вот сегодня будет выступать огромное количество внутренних людей, вот в голове потренироваться вот таким способом. Если вы сможете такую матрицу вести, любое совещание, даже многочасовое, оно позволит вам вычленять самое важное. Вот. Вы можете даже, если у вас есть там листочки бумаги, попробовать разграфить такие, либо умственно разграфить. Самое главное, не акцентируйте внимание на том, что понятно, потому что часто всего бывает, ну да, это понятно, поворачиваешься человеку, начинаешь рассказывать, вот это же он сказал, вот это не имеет никакого значения. Если это понятно, это все из прошлого. Это уже и вас из головы не вытравите, не тратьте на это время. Что непонятно, просто сделайте себе пометочку. А самое главное, ловите инсайты выступления. Используя, тогда вы проведете день, не только сегодняшний, а любого совещания. Мы сегодня с вами во второй части дня, я буду с вами вести такую практическую часть, практическую методологию, там, которую мы будем разрабатывать, взаимодействие. Я буду часто обращаться вот к этому инструменту. Поэтому, коллеги, вот используйте вот этот инструмент рефлексии с точки зрения для того, чтобы с пользой проводить время. Есть вопрос у вас? Я так понимаю, Сергей, у нас есть еще немножко времени, да? Отлично. Мне Якутия очень сильно напоминает Казахстан. Я очень много езжу по миру. Когда меня приглашают, мне сказали, знаешь, Павел, если тебя приглашают на свадьбу в 6, приходи раньше 7, неприлично. Да? Это же знакомо. Вот. Поэтому все нормально, все классно, у нас все идет по этому принципу. Поэтому, коллеги, я еще раз хочу обратить внимание на инструмент рефлексии. Когда вы строите свои доклады, а мы сегодня будем с вами упражняться в доклад 3 раза, то есть вы не только будете сидеть кого-то слушать, но вам сегодня придется тоже еще говорить самим, рассказывать друг другу доклады, мы будем тренироваться в построении мысли, коммуникации. Я очень советую всем. Первое, вот прямо сейчас будете сидеть, записывать мысли по такому принципу. Второе, когда вы будете говорить какие-то мысли, стройте вот по этому принципу свой доклад. А теперь смотрите, очень важный момент еще. С точки зрения построения доклада. Человеческий разум никогда не может запомнить больше 3 тезисов. Ну вот физически. Если кто-то строит свой доклад там больше 3 тезисов, там 5-6 тезисов, оперативная память, она начинает стирать вот то предыдущее. И как помните фильм, там, не знаю, там было старшее поколение, помните «17 мгновений весны», там Штирлиц знал, что всегда запоминается последнее. Это вот работает ровным счетом так. То есть инсайты, то есть из всего доклада, вот, объем, если мы тексты вот разложим, самое главное в докладе — это инсайты, которые вас посетили. И самое главное, чтобы эти инсайты записать на телефон, ручкой, как угодно, потому что вот именно по этим 3 меткам вы вспомните все остальное. Вот как бы вас когда бы ни спросили, вы вспомните все остальное. Работает всегда, 100%. Коллеги, теперь я хочу поупражняться с вами. Скажите мне, пожалуйста, вот в произвольном порядке первое правило: неправильных ответов нет вообще, никто вас не наказывает. Я ваши должности не знаю лично. То есть вот вообще, то есть неправильных ответов нет. Почему это важно лично для вас сегодня здесь присутствовать? Лично, как для граждан. Кто может сказать мне? Давайте тренироваться в коммуникации. Я понимаю, у нас есть шикарный культурный паттерн в нашей стране. Слово серебро, молчание золото. Если промолчу, за умного сойду. Да? Я вижу, что вы все умные. Вижу все. Лично для себя, да. А с позиции компании, от которой тебя сюда прислали, ну, министерство, не знаю, ведомство, я же не знаю вас лично. Вот что, почему важно здесь? Тогда, значит, вы в первый раз собрали меня. Лично для себя. Вот для вас зачем важно вот здесь сидеть? Как человеку, гражданину. Все тоже соотнеситесь с этим, пожалуйста. Когда вы натренируетесь, вы поймете, зачем вы здесь тратите время. Да. Так, а теперь дальше с позиции вашей работы уже. Вы уже здесь.
А вы не хотите вот для того, чтобы что-то здесь узнать, чтобы рассказать всем остальным в коллективе? Например, вот так. Да, вот я пришла сюда для того, чтобы что-то узнать и сказать, что с вами будет в ближайшем будущем с точки зрения то, о чем расскажут здесь умные люди. А теперь с позиции страны, в которой вы живете. Нет, все туда же не идет. Это три разных позиции. Вот тренируйте вот мышление. Вот три разных позиции. Вот есть моя личная маленькая стратегия, есть стратегия моей компании, где я работаю, министерства, и есть стратегия страны. Они же всегда разные. Да. Вот лично для меня, да, эта позиция, я хочу жить лучше. Супер. С позиции компании, ну, с организации, с которой вы пришли, в чем польза вашего присутствия здесь? Качество жизни, увеличение компании, У вас есть руководитель? Смотрите, я вам подскажу маленькую подсказку. Я потом расскажу руководителю, что здесь было. Это с позиции страны, да? Или с позиции личной? Правильно ли я воспринимаю, что вы говорите, что с позиции государства я пойму, как я лично, как гражданин, могу внести в развитие своей страны, что-то сделать? Все, я вас услышал. Так, а с позиции компании, ну, то есть организации, от которой вы пришли, в чем польза вообще вашего присутствия здесь? Ну, вы про нее не думаете сейчас, я правильно понимаю? Да, хорошо. Ничего страшного. Я же сказал, неправильных ответов нет. Мы люди, мы так живем, мы так устроены, мы так думаем. А? Для коммуникации.